Театр Либерти. Свобода, что ли, означает? Вот нам в село приезжал татарский театр из Оренбурга. Мы пошли, там Хаджи Афанде Юлена. Хаджи Афанде и Лень женится. А отец наш был муллой. Он не... на татарском вроде, да, на нашем родном языке. Он всегда ратовал за сохранение родного татарского языка. Но и маме, в общем-то, не советовал, кажется, я так понял, молчаливо. И сам не пошел, а сказал, а там над священнослужителями смеются. А у нас Оренбургский театр, он на волне первой русской революции как раз возник, свобода. Октябре 5-го года, что ли, царский манифест как раз о свободе, там многих свобод провозглашали. Ну и театры стали возникать, газеты в том же Питере. Можете представить, не разрешали татарам выпускать газету, и газета «Нур» там только в 1905 году эта газета открылась. Потом, годы спустя, я приехал в Питер, и там встречался с татарами, активистами, и там купил пачку газет большую, и в Татарстан привез и продавал на митинге активистов национального движения, продавал эту газету, с удовольствием все купили. Вот театры, и театры открывались там, везде, вот. В Уфе, он, наверное, тогда же открылся татарский театр, в Оренбурге татарский театр, он существует. Сколько ходит народ, не знаю, ну, о театре, в общем-то. И там отец был недоволен. Ну, а, извините, какой там репертуар? Советская власть диктовала, коммунистическая партия, которая боролась с исламом, включаясь в православие. Ну, может, с православием не столь сильно. У нас вот церковь, на мой взгляд, не на мой взгляд, как, насколько мне известно, в районном центре Соль-Илецкий, а она бесперебойно все эти годы работала, ее не закрывали, а мечеть попытались закрыть под надуманным предлогом. Я уже рассказывал неоднократно, когда они решили летом пойти, невинное занятие, помолиться, дождя попросить у Всевышнего. И там кто-то там спровоцировал спор, потом с оттенками там, ну как сказать, с оттенками недружественных каких-то слов, или как там, оттенком настроения недружественного, что-то такое было. Ну и власть только ждала этого и, пользуясь моментом, прикрыла мечеть. А потом, все-таки годы спустя, отдали это ДОСАФу, а потом, все-таки годы спустя, это еще было, когда это могло быть? Или поздний Брежнев это был, самые последние годы Брежнева, как раз на практике был, да. И вот мечеть открыли. Можете представить, при советской власти, при руководстве КПСС. Странно, что от райкома партии никто не пришел поздравить. Я еще почему помню, потому что подшутил это над ответственным. Я над ним постоянно любил шутить, там, если его нет в кабинете, а кто-то купил огромную куклу, медведя или что-то, я, значит, а он сидел с двумя очками почему-то. Ближний убой, дальний убой или что-то такое. И вот он, значит, отошел куда-то, а я взял его медведя пуховую, там, не пуховую, это, мишку такую, мягкую, там, какую-то игрушку огромную, посадил на его кресло ответственного секретаря и двое очков водрузил ему на нос, написал Виктор Андреевич, это, дескать. Ну, все смеялись, а что такого? Ну, похож, такой же, кстати, был добрый, и как Мишка и из сказки где-то, ну и внешними фактурами, конечно, тоже совпадал. Так вот, я ему сказал, давайте, Виктор Андреевич, на первую полосу дадим новость, мечеть открылась. В то время это звучало, как-то, знаете, зловеще эта шутка. А буквально несколько лет прошло, я когда здесь один возбухал, отец-секретарь, дескать, татарские слова употребляешь. Это в Татарстане выходит газета, где половина татар и в городе, и в республике, да, и газета выходит городская, подписчики половина татар. И там, значит, какое-то татарское слово употребил, а как будто законом запрещено, да? Закон где-то в Конституции записан, и в Уголовном кодексе нельзя употреблять татарские слова, да? Он просто с виду такой добренький был, но по сути был человек, как сказать, ангажированный, или как, по сути он придерживался строго, он какой-то там
типа одна национальность должна быть. Все должны говорить на одном языке. И не дай бог ты там что-то лишнее слово на родном сорвется тебе. Вот такой он крайний был. Я не знаю, как характеризовать, чтобы национальный вопрос не зацепить. У каждой нации есть такие вот слишком заумные люди. И вот он прицепился. Редактор у нас русская, главный. Муж у нее татарин, правда. Но эту роль не играл, потому что первая скрипка, я так понял, она в семье играла. Но в национальном вопросе она, конечно, была дипломатом. В хорошем смысле даже, можно сказать, слово. И поэтому спокойно смотрел, как я татарские слова употребляю. И вот какое-то слово очередное там употребил где-то. Ребята, думаю, ведь вы живете в республике, вам не грех татарские слова выучить, хотя бы для приличия. Я забыл ему сказать, у нас историческое фото есть, во всех найдете в интернете. В том же городе Набережные Челны, там какую-то там плиту огромную написали, здесь будет построен, что ли, значит, это где завод начинают строить, да, заложен какой-то камский, такой что-то автомобильный батыр. Вот-вот, они не знали, что наш замредактор Николай Андреевич, он очень не любит, оказывается, татарские слова. Если бы они знали свою, как сказать, там стояли Радыгин, что ли, был второй секретарь обкома партии, да, или кто там, еще какие-то из Москвы, кажется, были тоже русские там, из ЦК партии, да. Надо же, они не знали, что наш замредактора мог бы их по головке не погладить за то, что они татарское слово употребили. Это же надо, это же какой скандал там. Фотография такая, в историю ушла. Здесь будет построен камский автомобильный батыр. Надо было написать богатырь. Хотя, если докопаться, богатырь тоже это из тюркского производное. Опять нестыковочка, понимаешь. Ну, впрочем, хватит иронии. Вот он до меня докапывался. Я поехал в отпуск на родину и открываю там областную газету «Южный Урал», в которой я в бытность киномехаником регулярно печатался, мои материалы печатали, там зарисовочки там всякие, заметки и прочее. И на первой странице крупным шрифтом «Мящит бар», по-татарски прям написано, и более мелким шрифтом снизу под заголовочки в скобках «Мечеть есть». Я думаю, да, его кондрашка хватило бы, если бы он в этой газете работал, этот замредактор-то. Ну, его потом, конечно, шефиня подвинула. Он уехал такой недовольный, типа на администрацию города, которая им была недовольна. У них, дескать, в администрации там назвал человека карманы, от денег лопаются, а он мне типа квартиру не дал и уехал. Ну, он старые закалки там у нас, когда смена производилась в редакции кадров, то очень многие сами поуходили, кто-то, да, в основном поуходили, потому что они писали по старинке и без всяких без премудростей всяких. Их назвать такими мастерами пера назвать нельзя было. Они просто тупо там у нас, как коллега Женя мне говорил, по ударному там пишут. Обыкновенно там сложившиеся, значит, стереотипы, у нас сложившиеся штампы. Они вот лепили штамп к штампу, вот такой-то цех, такой-то, значит, завода, такая-то бригада, перевыполнил план, и все время составные ударные работы то-то, то-то, боевой настрой, руководящая роль в партийной организации и прочее. И он, можно было, это просто как это в свое время Ильф и Петров, наверное, вы читали, он в книге, в фильме нет, а в книге есть. Он когда ехал там, значит, в этом, где, в Золотом Теленке, да, в Золотом Теленке он ехал как раз в Центральную Азию, и там журналисты ехали смычку, значит, железную дорогу строили, освещать вот это событие. И там один журналист продал другим коллегам такой набор штампов всяких там. Ну вот типа этого как раз он этими штампами пользовался. Вот. Ну что хочу сказать. Я к нему не питаю так чисто по-человечески негатив, потому что он был человек не злобный так. Нельзя сказать, что плохой. У нас тут свои были, я приехал в редакцию, там несколько татар всего. Один татарин злобный был. Почему-то не взлюбил меня за критику на планерке.
Потом пытался досадить на следующей планерке, прикопался там, дескать, штамп использую, звонкоголовые петушки, мол, там что-то я сабантуй пишу. Потом я стал постоянно избегать штампов и все время даже сам иногда какие-то слова находил, чем заслужил, в общем-то, когда редактор в свои руки взяла газету, то новый редактор, а она мне все время двигала на первое место, потому что она говорила на собрании как-то про меня, что я знаю даже те слова русские, которые она русская не знает. Так что у меня, не скажу, что в чисто национальном плане претензии были, нет. Претензии были к его образу мысли, к его взглядам. Была другая, представляла одну диалектическую или субэтнос нашего народа. Она все годы неровно ко мне дышала, ненавидела меня. Когда я стал депутатом, она целый месяц со мной не разговаривала. Боялась, что на ее место сяду. Вот. А с русскими были очень даже неплохие отношения. И то, что я иногда, допустим, ко мне так заскоки были в национальном плане, я там все-таки общался с активистами национального движения, они это воспринимали нормально, потому что это их устраивало, ибо я чисто человеческое отношение поддерживал хорошее. А где политика оказалась, там, извините. Вот. И что я как раз вот, его бы, может, кондраж хватило, если он увидел это. А я так и, к сожалению, зачем-то я не привез ему газету, эту областную, на первой странице, что вот по-татарски, мол, написано. Вот так вот было. Нельзя употреблять. Нельзя. Вот. Просто мне это самое как-то напрягало постоянно. Обидеть художника каждый может. Один ответственный был, который там... Я старался интересно писать, а он любил, чтобы по Кондову писали, ему, чтобы через хитросплетение наших фраз, ему пока дойдет до него, он боялся где-то крамолы какой-то, и постоянно по рукам старался бить. И вот однажды, я же говорю, там рассказывал, что к некой Кузнецовой обратился на КамАЗе отдел бюро переводчиков с французского перевести статью из газеты «Воскресная Швейцария». Приехали два брата, значит, там один брат, что ли, были у нас стайеры или марафонцы, братья Стариков, Валентины, второго забыл, к сожалению. И вот как раз перевели, там африканец, зябко кутаясь там в какое-то одеяло, говорит: Стариков приехал из холодов, поэтому, дескать, он победил. Если была бы Африка, я бы победил. Ну, я тут уж написал материал, не просто что это там он победил, наш из Татарстана марафонец, или как он там, стайер, я не помню какая, марафонская, наверное, бежали дистанцию они все-таки, да, и написал, что когда-то говорили генерал Мороз остановил Наполеона, когда-то что такое там Гитлер, генерал Мороз, а на самом деле отвага воинов, значит, защитник, 5-10. И пошел на всякий случай, еще там был Лито, этот цензор так называемый, он проверял, он официально назывался, у меня даже табличка хранится дома на память, Госкомитет ТАССР при кабинете министров ТАССР по охране государства тайн в печати, что-то типа этого. Табличка вообще редкостная такая, это реликвия своего рода. Вот, и ей показал, ну, она, видно, не сильно была подкована в этих тонкостях, и так равнодушно осталась. Я говорю: а здесь вы не видите крамолы? Нет. А этот ответственный буквально вгрызся в меня, а потом все повыбрасывал, оставил только сам факт, что наш спортсмен первое место занял, и все. А тут, значит, целая швейцарская газета посвятила полполосы жителям нашему городу, дали фотографии и прочее, что такое там, не знаю. Это, понимаешь, нет. Ну, он просто не любил нас, не любил. Оно видно, насильно мил не будешь. И другие тоже жаловались. Шефиня наша, в бытность зав. Отделом, тоже натерпелась. С вечера вроде пытается убедить, когда тот что-то хочет сократить там ее материал. Она писала, ну, не скажу, крови сердца писали, но всякие нервы, моток нервов тратили там какой-то, писали. И он пытался что-то убрать, а она упиралась.
потом уходила, приходила на второй день, газета вышла, она заходит в кабинет, дверь открывает, через порог газету разворачивает и видит, что тот все-таки сократил ее материал. Ну, а потом что? Возмездие, скажем так, несколько шутливо наиграно, незамедленно, да, чтобы, когда она стала руководить газетой, он там по разным этим самым поводам там постоянно светился, нарушений допускал. Это уж, конечно, отдельная тема для разговора, не буду приводить. Но так распрощалась с ним. Вот. Вот видите как, он все время придирался. Приносишь газету Советской России и показываешь, вот говоришь, он там убрал, первые-вторые места поделили такие-то, а он говорит, так не пишут, ты приносишь Советскую Россию, орган ЦК КПСС, а он сидит, нет, не пишут и все так. Вот что ты хочешь, не пишут так. Вот много такое было. Сабантуй пишешь, там пишешь, женщина из города, в отличие от деревенских, ей это все диковинку, там с коромыслом, с ведром бежать. Он вычеркивает, пишет диковину. Это как наш зав. Отделом работала при другом редакторе еще и говорила, а они у нас в одном абзаце нельзя повторяться. И она в одном случае писала социалистическое соревнование, и дальше, если повторяется вот в абзаце, писала трудовое соперничество. И вот тот редактор, она не журналистка, кстати, говорит, ее тоже с горком партии как раз перевели. Татьяна звали, фамилию не буду, на Б начинается, на А кончается, в общем. Родственник еще не понравится им, и она говорит, это одно есть русская выпечка такая вкусная, там догадается вот такое, на Б начинается. Вот. И вот она, дескать, приносит журналистке эту публикацию, и на глазах у журналиста вот это трудовое соперничество вычеркивает и пишет социалистическое соревнование. Вопреки этим вот, потому что вот до того они вот сидели в райкоме, в горкоме партии, видимо, вот такие чиновники, что ли, что они их боялись, и какие там журналистские это. Я понимаю, там у шефа муж работал в органах там надзора, и язык там такой специфический. И она мне просила, не можешь ли ты отредактировать? Я первый раз разделал его материал, там сплошные канцеляризмы, вот эта сплошная лексика такая чисто, как процессуальная какая-то, вот такая вот есть, которая у нас употребляется, вот чисто вот читаете там, статья такая, параграф такой, закон такого. Я разделал как бог черепаху его материал и со страхом жду, а напечатали, она приходит, мужу, говорит, понравилось, как ты отредактировал, говорит. Вот, потому что читабельным стало и понятно. Вот поэтому. Ну, я тут сейчас завершать буду, потому что я слишком вот длинные сюжеты сделал. Начал-то я с театра. Либерти, что ли, что там. Как у нас отец не хотел, чтобы мы смотрели Хаджи Афанде Юляна. И там как раз показывали религиозный деятель. Он вторую жену решил завести. Как раз интересно, это запомнилось вот это все. Из Оренбурга приезжали татарские артисты и спектакль ставили. Для нас это было яркое событие. Надо же, в кои веки к нам, хотя от нас 120 километров, но они, кажется, и казахи пришли. Всем было интересно посмотреть на татарском языке спектакль. Вот, что удивительно было, это всем интересно. Театр мы любили. И там как раз я начал как раз про этот театр, на улице показал. И в этом же показывает, что приходят дети, священнослужители, что ли, этого религиозного деятеля, муллы, домой. И узнали, что надо в театре первый спектакль. А тогда вот телевизоров не было, радио не было, газет еще не разрешали. В общем, ну полная это выжженная пустыня, короче, по правам человека, там, как сказать, право наше что-то. Ничего не было у татарского народа. Единственный театр разрешили, и вот свет в окошке. И они, его дети, убежали втихаря. Он же там мулла, ему нельзя. Театр, за религиозные дети татарские, мусульманские, все всеми фибрами души стояли против, возмущались этим. Да как же это можно? А дети у него удрали в театр. И попросили служанку, чтобы она их прикрыла, не сказала правды.
А потом этот пришел Хаджи Афанди, мулла, домой и что-то там на служанку накинулся, а ее обида горькая зацепила, она так говорит сама себе, а они меня, значит, подставили, а я, значит, должна за всех отдуваться. Ну и выдала она их с потрохами детей, сына, там, дочь этого муллы. Они, говорят, в театр ушли. Ну тогда как гром среди ясного неба прозвучало, это, в то время в театр, это, ну это все кошмар, это все. Как будто вот, представьте, в селе приехал, извините, публичный дом, и все помчались. Вот типа это, как будто что-то, театр, что такое-то. Все, там нравственность соблюдалась. Там у нас, единственное, помню, даже в школе или как в клубе был это театр, один брат там, кому отец, в общем-то, неплохо относился, лет на 10 он меня старше, он, видим, в клубе они ставили спектакль из каменного века, и они там, значит, шкуры надевали, и у них, значит, там брюк не было, разумеется, шкурами там прикрывали срамные места и прочее, прочее. Отец все время говорил штансес-театр, типа театр, мол, без штанов. Вот. Ну, вообще он некоторым своим сыновьям относился так доброжелательно, других, конечно, не переваривал. Вот, в частности, я не на первом месте был, другой у меня брат был на 14 лет старше меня, к сожалению, нету его сейчас, замечательный брат был. Он его терпеть не мог, меня, еще там кого-то, в общем-то, остальных так любил и все прощал им. Вот театр, вот отношения. А сейчас все есть, это как в магазин приходишь, чего только нет на прилавках. Но аромата нет уже, новизны, аромата нет, такой неповторимости всего этого. А тогда это как в пустыне цветок расцвел. Там я вот в той части города иду и где-то там вдоль дороги там смотрю, яркие цветы где-то расцвели. О, радость для души. Вот типа этого. Театр это, конечно, в пустыне цветы расцвели, караван идет. Ничего, тут надо, цветы растут среди. Вот то же самое, вот такое выжженное было информационное поле. Никаких радостей. Единственное у молодежи, это аулах-и называли, это когда у кого-то в семье старшие уходили, уезжали куда-то в гости, младших детей оставляли, взрослых детей, неженатых, и они затевали вечеринку, аулах-и свободный дом, типа, да, и в это время приходили из села, там, девчонки, парни, это уже, кстати, у нас есть, всегда показывают, там, гармошки играют, танцуют, ну, клубов-то не было, по сути, у татар. В мечети не разгуляешься, хотя, например, вот, считается, там есть в хадисах везде, что пророк, алейхиссалям, он даже в мечетях спортивных соревнований приветствовал, бегом занимался сам, да, и приветствовал соревнования спортивные для детей при мечетях. А сейчас вот скажите, вот люди просто, как сказать, невежественные. Я даже одному имаму сказал, оказывается, я говорю, у нас-то это, бильярд не считается азартной игрой. Хазрат, говорю, а почему бы не поставить в мечети бильярд? Он говорит, ну ты купи, поставь. Я думаю, да, у вас деньги носят, а откуда я возьму? Тем более в другой части города. Вот. Поэтому в то время не было свет в окошке, театр. Люди не понимают, когда-то, допустим, когда сахар появился, это только богачи могли себе позволить. Сахар там, а потом кусочек оставляли, и какие дети вместе, кусочек сахара перепало, опять, значит, чтобы там позже достать украдкой, где-то пососать кусочек сахара. А сейчас сахаром не удивишь. Сладких вещей полно, прилавки забитые. Что-то особенное надо людям. И вот театр тоже. Просто некоторые в надежде, что их чадо как-то проявит какой-то актерский талант. И все-таки, если из Москвы приехали, организовали театр, думают, может быть, чем черт не шутит, может быть, они пробьются где-то на сцены. Может быть, так это, да. Может быть. Раньше я, когда приехал и получил квартиру, поработал, жил в общежитии педагогического института, а потом через 6 лет мне дали жилье, я получил квартиру, я еще видел вот эти вот, вы, наверное, прекрасно видели, Москва, ой, нет, не как он называется, да нет, не Москва, как у нас двухсерийный фильм,
Сейчас вспомню. Камеру когда отключаю, сразу вспоминаю. Я же говорю, Покровские ворота. Там, помните, в больнице во дворе такой вот. Также, когда он этот Броневой играл, там песни пел, какие-то частушки злободневные, патриотические или какие-то там он политические. И здесь то же самое. В больнице во дворе такой там сцена, типа веером накрыта, как-то вот такая сцена получается от дождя. Вот такие были в комплексах. Дети, наверное, спектакли ставили, и было всем интересно. Я не знаю, их сохранили бы, сейчас бы, наверное, было бы интересно, нет, а тогда, видимо, то ли выжженное поле зрелищное было, выжженное, поэтому люди могли пойти вечером посидеть, посмотреть, как дети что-то там, какой-то спектакль ставят. Смотришь же фильм «Кортик», да? Фильм «Кортик», кажется, да? Если не ошибаюсь, если не «Бронзовая птица», наверное, «Кортик». Там дети тоже в театре снимаются, там, играют в театре. Много разных театров. То же самое читаешь там, как у нас, значит, «Два капитана», Вениамин Каверин, да? То же самое там спектакли играли, они там, кто-то Чацкую играл, кто-то кого. И мы, помните, в школе учились, тоже своего рода театр был. Сейчас, видно, не актуально. Все-таки уже совсем другие времена. Ой, я собирался короткое видео сделать. Затянул, извините. Просто я говорил, а потом думал, дай-ка я замкну эту тему. Опять про театр скажу, чтобы не подумали, что деменции у человека забывается уже. Как там в комедии на Дерибасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич опять идут дожди. Говорит, нельзя ли полковнику Петренко пистолет с дарственной надписью? Почему? Он забывает, что, говорит, свое имя, отчество или имя стал. Вот то же самое. Слава Богу, пока вспоминается, с чего начал. И это неплохо. Вот. Все, спасибо. Если что, я еще сейчас продолжу тему. Тема найдется под ногами. Эта тема всегда найдется. Как бы у меня иногда недруги не бушевали, там гадости не писали. Мне родственник говорит, ну не нравится, иди дальше. И кто тебя заставляет это слушать? Нет, вот надо зайти, нереализованный какое-то есть недовольство жизнью, где-то обижен он. Может, от рождения судьбой, а потом уже другие его обижали. И ему надо где-то на ком-то отыграться, какие-то гадости написать. Ну, это полегчает ему. Вот и пишут всякие гадости. Не нравится, не смотри. Я вот смотрю в Ютубе, начинаю слушать, никакой гадости не пишу. Ну, не понравилось мне, дальше пошел. И вообще могу не подписываться. Ну, у нас народ мыслит по-другому. Другим не прикажешь. Сердцу не прикажешь, говорят, а тут народ не прикажешь. Это их дело. Но элементарные требования соблюдать должны. Вот. Спасибо за внимание нашим дорогим зрителям. Сейчас я попробую, может, сейчас еще какая-то тема навернется интересная. Я буду рад с вами ею поделиться. А пока, до свидания.